На территории строительного округа 350 домов, это деревянный фонд, в основном частично благоустроенные. И в этих домах, в 107 домах есть вот такие оповещатели, называются автоматизированная пожарная сигнализация или охранно-пожарная сигнализация. Идея установки таких оповещателей началась именно в январе 2019 года. У нас случился большой пожар по улице Семена Данилова, 5/2. Сардана Владимировна, когда провела встречу с населением, она впервые озвучила, что в городе надо нам установить такие сигналки именно с выходом ЕДДС, чтобы все соответствующие структуры, УГЧС, МЧС, пожарный надзор и органы местного самоуправления сразу получили вот такие сигналки и сразу выезжали. Да? Поэтому благодаря этому только в 2019 году у нас все фиксируется. Мы спасли, реально спасли 20 многоквартирных домов от пожара. В этом уходящем году сколько было случаев с пожарами и сколько удалось предотвратить? Ну, в этом году у нас информацию дает ЧОП-ратник, потому что он пока единый оператор по этим сигналкам, да, как подрядчик работает и по содержанию. И по их информации в нашем округе было где-то 25-30 домов получили информацию о том, что плитка включена оставили, кипятильник загорелся, электроприборы некачественные, поэтому задымление пошло. Вот таких случаев было. А если этих сигналов, например, не было бы, не знаю, что случилось бы. И первый дым идет, сразу пожарные службы, все соответствующие структуры сразу принимают меры и дома спасены. А время вот прибытия пожарных, оно сократилось? Конечно, сократилось, но здесь все-таки зависит от расстояния. Уменьшилось, потому что в то время, когда сигналов не было, да, люди, например, спят, пока они позвонят, пока еще многие сразу не звонят. Им быстрее, чтобы эту жизнь спасти, сразу выпрыгивает или выходит, потом только звонит, или соседи. А благодаря пешалке там за долю секунд идет, и проверка сразу, после проверки сразу машина выезжает. То есть очень быстро. Установка идет за счет городского бюджета. И благодаря этому жители очень рады. Например, за установку они не скидываются, а содержание оно стоит 1 рубль от квадратного метра. То есть если вот двухкомнатная квартира 40 квадратных метров, то в месяц платит 40 рублей. Ну, 40 рублей это, скажем, небольшая сумма, зато они спят спокойно и безопасно находятся. Поэтому эта работа будет продолжена. А по какому принципу формируется список домов, в которых будет установлена сигнализация? Принцип следующий. Управляющая компания взаимодействует с собственниками многоквартирных домов, организует собрание, на котором принимается решение о необходимости установки систем пожарной сигнализации. Общим собранием жителей принимается решение. Далее эти протокола аккумулируются управляющей компанией. И далее уже в виде заявки направляется в наш адрес. Мы, как уполномоченный орган окружной администрации, проводим отбор предоставления субсидий. И уже после определения лимита финансирования мы проводим конкурсный отбор. И в рамках лимита финансирования мы заключаем соглашение о предоставлении субсидий. Ну и в дальнейшем уже в форме субсидий 100% финансируем данные мероприятия. Сколько у нас деревянных домов не охвачены еще сигнализацией? Я бы оценил эту цифру порядка, наверное, где-то на сегодня, я думаю, где-то 600 домов деревянных, да, не охваченных данным направлением, я думаю, порядка. В этом, необходимо также отметить, что на следующий год, вы знаете, у нас очень сильно бюджет города Якутска урезан. Вместе с тем главой города Якутска Сарданой Владимировной Сентьевой поставлена задача не уменьшать объемы, да, в данном направлении в части обеспечения мер пожарной безопасности. Поэтому цифры будут оставаться на уровне этого года. То есть мы в следующем году также планируем установку пожарной сигнализации также в 200 домах.